на следующий день, пятницу, обедом взвешивание, да? А организм привык каждый день вырабатывать по 8 литров. И когда вы перестаете воду пить, организм также вырабатывает воду, но не 8 литров, где-то почти 4, 3,5. И вот так вы убираете 3,5. На диете вы убираете где-то килограммов 6, наверное. 3,5, 6, около 10 килограммов. И остальные 5, можно сказать, вы мучаетесь, одеваете весогонку, мази мажете, парной, бегаете. У меня, например, вот так бывает. Я сперва гоняю с 85 где-то на 79, гоняю диетой. Оттуда я гоняю водой где-то до 75, 4-5 килограмм водой. И последние 5 килограмм, уже последний день я где-то 4 килограмма гоняю. Утром встаю, уже до обеда надо будет 5 килограмм согнать. Уже бегаешь, одеваешь весогонку. Там есть специальная мазь, аубалин называется. Когда, она пользуется для женщин, когда вот они маникюр, педикюр делают, мазь мажут и убирают эти краски. Когда ее мажешь на тело, эта мазь заставляет поры открываться. Как будет, когда ты вес гоняешь, последний килограмм у тебя не уходит. Когда ты мажешь на себя мазь, она открывает поры, когда ты только начинаешь тренироваться, пот выходит. Ну, чуть-чуть вредно, но по-любому приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь хорошего результата. Вот так последний килограмм уже мучаешься. А горячие ванны не пробовали? Горячие ванны я один раз пробовал, мне не понравилось. Я лучше парной гоняю. Ну, в парной тоже я не придерживался, парной гонять, но когда уже выхода нету, когда у тебя 2 килограмма лишних, еще до взвешивания пару часов, ты не можешь бегать, уже приходится и парной пользоваться. Ну, лучше, конечно, без парной, потому что она утомляет. Садит сердце. Да, но если нет варианта, то надо и парной пользоваться. А когда в России сейчас по поводу функционала, у тебя очень хороший функциональный подготовка, ты ни разу не демонстрировал в своих боях там по 3-5 раундов, подрались, боролись. Вот, какие методы вы для этого используете? Там бассейн, бег? Нет, бассейн. Я бегаю много. Я люблю бегать, там регби, футбол, просто бег. В горы бегаем, у нас в горах, там целое лето мы в горах бываем. Ну, я считаю, что функционалка это стабильность. Когда ты стабильно тренируешься, все время, когда ты тренируешься, у тебя функционалка хорошая. Вот даже вот любого человека сказать, вот человек может годами тренироваться, вот не пойдет он в зал 2 недели. Все, он придет в зал, там первый день он соскучился, нормально поборется, но во второй день он ничего не сделает. Наверное, многим это знакомо. Это все связано с тем, что стабильность, когда вы каждый день тренируетесь, функциональность улучшается и хорошо дышите, можно сказать. Не то, что дышите, это от мышц зависит. Мышцы, когда привыкшие к тренировкам, это не от дыхалки зависит. Как бы многие хорошо бегают, могут часами бегать, но когда приходят в зал, бороться начинает, он устает. Это мышечная память, то, что вы сохраняете в мышцах, это и есть функционал. А прогресс? Можно вопрос? Вот, борцы должны бегать по 35-40?